Зимняя вишня в Кемерово и торгово-развлекательный комплекс «Фабрика» в Назране. Детская игровая зона находится на том же 4-м этаже. Именно там в тот роковой день находились десятки отдыхающих, поэтому сотрудники Ингурского МЧС начинают свою проверку с небольшого игрушечного городка. Камера видеонаблюдения в сгоревшем центре Кемерово зафиксировала момент возгорания в батутном бассейне. За считанные секунды пламя и едкий дым охватывают почти большую часть зала. Одна из версий случившегося – поджог поролонового наполнителя, а потому в поле зрения проверяющих попадает даже материал, из которого сделано напольное покрытие. Мы запросили сертификаты на те материалы, которые применяются в данном помещении. Где указано будет, соответствует он, проходил ли вообще он испытания по пожарной безопасности, либо не проходил. Если проходил, какие у него есть классы пожароопасности, горючие, не горючие. Вот для этого всего, для того, чтобы в дальнейшем предотвратить возможные ситуации, связанные с пожарной безопасностью. Кто-то крикнул: надо, бежим налево, потому что там выход эвакуационный. Там была действительно дверь, но она была закрыта. Заблокированные выходы и охваченные огнем лестничные площадки в огненном плену оказались десятки человек. Куда бежать и кого позвать на помощь? В панике люди начали самостоятельно искать выход из центра. В случае ЧП эвакуацией посетителей должен заниматься персонал развлекательного комплекса. Знания фабричных работников тоже проверили. Произошло возгорание в данном помещении. Дети находятся. Какие ваши действия? Расскажите. Наши действия будут, как обычно, у нас стоят там, на зоне огнетушители. Есть ли они у вас? Конечно, там? есть. У нас здесь есть на зоне в начале, и там у нас в каждой зоне есть, даже в кабинете есть. Теорию освоили, зато с практикой возникли проблемы. На просьбу показать, как пользоваться огнетушителем, ответственный за безопасность детей разводит руками. Позже за кадром объясняют, персонал центра не успел пройти противопожарную подготовку. Дело в том, что у нас не весь этот персонал, тем более она новая девчонка, пока, я вам скажу честно, что пока еще не... Вы смотрите, вот любой посторонний человек, вот произошло возгорание, нету персонала, ушел он чай пить. Чтобы узнать, где огнетушитель, должно быть место для обозначения. Инструкция. Место для обозначения огнетушителя. Да, чтобы отсюда эвакуироваться с детьми. Вы сегодня проходите, это будет... Я вам объясняю просто. Для того, чтобы вот отсюда, с этой зоны эвакуироваться и знать, куда эвакуироваться, у вас должны быть направления эвакуации. За ряда нарушений жертвами ЧП в Кемерово стали десятки человек. Как не допустить подобной ситуации? Вот главный вопрос, который мы задали сотрудникам МЧС. В настоящее время покинуть детскую игровую зону в торговом комплексе «Фабрика» можно через лестничную площадку и коридор, ведущий к другой части здания. Но при условии, что оба выхода заблокированы. Здесь должна быть наружная противопожарная лестница для эвакуации людей в случае пожара. Да, это стороне, чтобы была эвакуация с наружной лестницы. Вот данная лестница здесь отсутствует. Мы эту проблему озвучили пока визуально. И более того, здесь сама система противопожарной защиты не работает. То есть она находится в неисправном состоянии. Большинство погибших в торговом центре находились в кинозалах. В это время на больших экранах транслировали мультфильмы, а потому запертыми в помещении оказались именно дети. Я кричал, дочь разговаривала, она сказала: папа, я тебя люблю, я задыхаюсь, теряю сознание. Плакала, не поверишь, рыдаю, плакала. Чужую прямо здесь Сабина, да, и сынка, я только ночью дочка моя показывала, мне прямо жалко их было. Конечно, тяжело это. Знаете, мужчина не плачет, мужчина горюет. Пока человека самого, его горя не коснется, он не понимает других. Ему не понять. Сегодня, допустим, есть люди холостые, а есть женатые, у кого есть дети. И этому холостому не понять мое переживание об этом ребенке, ему не понять это. Ну, тяжело, конечно. Это как люди могут перенести такую жалость? Это полностью семьи погибли там. Не одна семья. Я не могу смотреть на это вообще. Честное слово, не показывали. Эта трагедия сколыхнула всю Россию. Сочувствие и соболезнования родным и близким пострадавших выразила вся страна. Пожар в Кемерово и его последствия сказались на сознании людей. Инна Аушева, мать 4 детей, признается, стоит только зайти в кинозал, как перед глазами появляются сгоревшие сиденья и обрушившийся потолок. Я представляю панику детей. Тем более там было очень много детей, сейчас же каникулярное время. У меня просто сердце разрывается вообще от этой вот
От услышанного, от того, что я смотрела, невозможно смотреть эти ролики просто. Сердце кровью вообще обливается, очень страшно. Три кинотеатра и по 2 выхода в каждом из них в торгово-развлекательном комплексе «Фабрика» о безопасности любителей кинематографа позаботились заранее. Залы оснащены огнетушителями и системой звукового оповещения. Запирать двери во время сеанса после ЧП в Кемерово здесь явно не собираются. Если эта часть здания соответствует нормам пожарной безопасности, то в коридорах и других помещениях напрочь отсутствуют указатели, по которым нужно покидать здание в случае пожара. Правда, на стенах разместили планы эвакуации. Планы эвакуации должны быть фотолюминационными. То есть что это значит? Это, например, в темное время суток или после отключения электричества, либо в задымленном помещении должны быть фосфорные специальные краски наносятся, они должны гореть. Показывают, чтобы любой человек мог подойти и узнать, где путь эвакуации. Покинуть здание быстро и без жертв в случае пожара у посетителей центра вряд ли получится. Вместо выхода по указателю найти удастся разве что уборную. В качестве эксперимента мы решили попробовать выбраться из центра самостоятельно. С учетом площади здания и количества выходов, на это мы потратили чуть меньше минуты. Вот мы нашли выход. Опять же, если в случае пожара, там, паники, я сомневаюсь, что человек вот тут так резко и быстро найдет выход. Потому что мы шли, считая никуда. Мы не знали, что здесь выход находится, правильно же? Чуть позже расположение выходов нам показали с помощью камер видеонаблюдения. Система оповещения в скором времени должна заработать. А пока за ситуацией в торговом центре следят сразу несколько человек с помощью мониторов. На каждом этаже есть охрана и ответственные за пожарную безопасность. Вам надо обратить внимание на систему дымоудаления, на вентиляцию, на пути эвакуации, чтобы не было горючих материалов, обшитые пути эвакуации, расположение точек тоже соответствовало, чтобы была автоматическая установка пожаротушения соответствующая. Администрации центра предстоит исправить ряд серьезных нарушений, в том числе и в торговом павильоне, в котором меры безопасности предусмотрены эффективнее всего. Специальные указатели здесь есть и запасной выход тоже. Правда, все это расположилось за полками с детской одеждой, которые в случае ЧП могут стать препятствием для выхода из горящего помещения. Мадина Пугоева, Хваш Гуйгов, Новости 24.